Борис Галатий – первый остинский профессиональный композитор и дирижер, основоположник Юго-Остинской композиторской школы, государственного ансамбля песни и танца «Симт», фольклорист и этнолог, автор и дирижер первых остинских симфонических произведений, первый остинский композитор художественных фильмов. Сегодня исполняется 131 год со дня его рождения. С 1931 года постоянно жил в Цхинвале, и с этим городом связаны самые плодотворные годы жизни первого профессионального остинского композитора. Галатий преподавал и был директором основанной им музыкальной школы с 1938 по 1901 год, дирижер и директор Юго-Остинского драматического театра с 1941 по 1952 год, художественный руководитель и дирижер основанного им Юго-Остинского госансамбля песни и танца, научный сотрудник Юго-Остинского научно-исследовательского института. Он создал этот ансамбль, и как он говорил, что это лучшие мои годы. 14 лет своей жизни он посвятил созданию, становлению и развитию художественного ансамбля. И это, говорит, были мои лучшие годы. Вот. А еще хочу сказать, что очень многое он сделал для развития профессиональной академической музыки в Южной Осетии. Творчество Галатия многогранно. Основатель композиторской и музыкальной школы Юго-Осетии. В 1936 году им был создан Юго-Осетинский государственный ансамбль песни и танца «Симт». Руководил народным хором, а также театральным и духовыми оркестрами. Автор музыки к кинофильмам «Фатима» и «Советская Осетия», театральной музыкальной комедии «Жених» и оперной драмы «Нарта Батрац», музыки ко многим спектаклям Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Костахи Тагурова. Этот труд не имеет аналогов в советской фольклористике, в советской кавказской фольклористике. И с аннотациями Васо, Абаева более 100 произведений, обработанных Борисом Александровичем Галаевым, вошло в эту монографию. Автор произведений для духового оркестра, создатель вокальных, хоровых, а также аранжировок мелодий осетинских народных танцев для фортепиано, обработок осетинских народных песен для хора с сопровождением народных музыкальных инструментов. Его вклад в развитие национального искусства неоценим. Борис Галатий собирал остинскую фольклорную музыку в разных ущельях Осетии. Им были записаны сотни образцов народно-песенного творчества и инструментальных наигрышей. Записывал он их на старинный граммофон. В 1948 году был издан его сборник «Остинский музыкальный фольклор», а в 1964 году фундаментальный труд «Сборник осетинские народные песни». Борис Александрович был также и профессиональным фотографом. Его научные работы открыли первую страницу в изучении остинского народного музыкального творчества. Ему принадлежит большая заслуга и в воспитании музыкальных кадров Южной Осетии. Сегодня постепенно восстанавливается дом-музей Галатии. Сюда может прийти каждый желающий и познакомиться с творчеством великого композитора. Каждый четверг здесь проходят четверги Бориса Галатии. Сюда собираются близкие и родные композитора. Делается все возможное, чтобы имя Бориса Галатии передавалось из поколения в поколение. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.